У нас был дедушка, который пропадал 2-3 раза в год. Он отправлялся в свои любимые места за грибами, а в силу здоровья и возраста, то есть он уже имел определенную форму деменции. То есть он заходил и терялся, забывал. И когда ему говорили: ну, дедуль, ну все, ну может не надо уже ходить, он на что говорил: 30 лет хожу в этот лес и буду ходить. Начинал я с того, что не работал, скажем так, участвовал, да, в поиске в качестве водителя. Подвозил поисковиков на поиск, увозил обратно, посмотрев со стороны на всю эту, скажем так, организацию, да, я понял, насколько это все серьезно, насколько это все важно, и принял для себя решение участвовать. Самый запоминающийся поиск, когда я лично нашел пропавшую бабушку, которая, к сожалению, погибла. Бабушка пропала, насколько я помню, с деменцией, с очень сложно запущенной. Да? Она постоянно, даже в зимнее время, ездила на свой участок, который находился в соседней деревне. Зимой, соответственно, она уехала, у бабушки не было родственников, она жила одна. Соответственно, соседи спохватились уже достаточно поздно, и заявка к нам пришла, если я помню, даже на 10-й день. И как бы обследовав участок, мы ее обнаружили. Валя! Идем, идем! Обходи, она здесь. Не встать? Ну, ничего. Валя? Да. Здрасте. Мы вас ищем уже какой день. Все в порядке. Они должны относиться к этому с ответственностью. У нас есть определенные советы, которые мы даем людям, которые отправляются в лес. То есть изначально предупредите вообще своих родных, куда вы идете, во сколько вы собираетесь вернуться. Возьмите с собой обязательно минимальный набор вещей, которые вам помогут. Как я всегда говорю, идете на день, возьмите с собой на 3 дня, то есть воды. То есть вы должны знать, что... потому что людей губит в первую очередь самоуверенность. Никто не думает о том, что может с ним это случиться. Никто. Не нужно тянуть заявку, почувствовать, что человек не уходит на связь, сразу же звонить на горячую линию к нам и в службу 112. Цель у всех одна, да, помочь человеку. Это реально, когда ты можешь встать с дивана и что-то сделать. Нашему отряду не хватает людей. Люди нужны всегда. Это самый главный ресурс, которого всегда не хватает. Приходите к нам, будьте с нами. Всему научим, все расскажем.